Тем, кто ехал следом за этой машиной, было совсем не до смеха. Жидкость с характерным цветом и запахом на протяжении почти 700 метров лилась потоком на дорогу. Как объяснил водитель, ситуация произошла из-за сломанного сливного клапана. Данного гражданина оштрафовали, выдали предписание, обязательное предписание об уборке данного правонарушения. Посчитать, сколько людей занимается не самым чистым бизнесом в Якутске, сегодня крайне сложно. Но это точно прибыльное дело. Постоянно растущий частный сектор только добавляет работы. Но в погоне за легкими деньгами некоторые водители забывают о законах и сливают собранные отходы куда придется. Позже этот молодой человек все же признался, что сливал нечистоты в люк городской канализации. Жалобы на нелегальный сброс поступают от жителей Якутска регулярно. Бизнес нелегальных фекальщиков поставлен в буквальном смысле на большой поток. У каждого водителя есть своя карта канализационных люков и практически прямой доступ к сливу. Водители, стремясь уйти в тень, стараются максимально скрыть свой бизнес и выбирают самые неконтролируемые люки. Как мы видим, этот канализационный слив на кирпичном заводе пользуется особой популярностью. К сожалению, наказание за разлив отходов сегодня мало кого пугает. В основном вывозом занимаются частные лица, а для них штраф составляет всего 2000 рублей. Чуть больше придется заплатить только при повторном задержании. Но поймать с поличным, то есть во время слива, получается далеко не всех. По словам инспекторов, едва начинается рейд, водители тут же сообщают об этом в WhatsApp-группах. А некоторые, чтобы и вовсе не попадаться, сбрасывают груз под покровом ночи. Излюбленным местом фекальщиков стала дамба на водоеме объездного шоссе. По словам жителей Якутска Василия Ивановича, слой нечистот здесь такой, что он уже стал новым дорожным покрытием. Зима только начинается, они постоянно льют. Представляете, машина едет. Открыл он сзади этот люк, она начинает течь потихоньку. Вон до конца дамбы, смотрите сколько. Как раз у него там 10 кубов или это выливается, вот оно и все. Фекалии везут вот с туберкулезной больницы. И все, потом все это в город. Попадая на землю, нечистоты в первую очередь убивают и без того маленький растительный слой почвы. Из-за мерзлоты вода не уходит на глубину, а распределяется в песках, и начинаются процессы гниения. Часть влаги испаряется, загрязняя воздух, а остатки уходят сталыми водами в ближайший водоем. Очень многое доходит до Северного Ледовитого океана, страшное дело. Я вот когда первый раз была, посмотрела, на сколько километров вся грязь, которую мы отсюда выпускаем, доходит до этого и приливной волной обратно дается. На протяжении последних 10 лет главная водная артерия Якутии Лена остается в классе очень загрязненной. В пробах лаборанты продолжают находить токсичные фенолы и различные металлы. Ситуация постепенно начала меняться. Со строительством очистных сооружений в 2012-м в Якутске появилась сливная станция. Очищаем от песка, ила, из крупного мусора и песка поступают уже на станцию биологической очистки, и они уже по своей технологии там производят доочистку и отправляют в реку очищенную воду. В сутки здесь проходит до 25 машин. Именно сюда и должны привозить жидкие отходы все фекалки города. Цена 10 кубов – 750 рублей. Одним из постоянных работников стал Владимир Данилюк. Ремеслом он занимается уже 10 лет и в шутку называет себя городским санитаром. У меня с детства даже пачку сигарет или еще спичку не выкинул в окошко. Не понимаю этого. Некоторые вот даже дома сидят, в окно бычки кидают. И у меня вообще это терпеть не могу. Чистота – залог здоровья, как говорят у нас. Как способ борьбы со сливом многие горожане предлагают заваривать люки. Однако это не решит проблему в корне. До недавнего времени специфическая деятельность никак не контролировалась. Но сейчас ставится вопрос о введении лицензий на вывоз отходов. Введением нового законодательства, они обязаны будут получать лицензию. То есть определенные предприятия, которые получат только эти лицензии, смогут осуществлять перевозку этих отходов. Не менее важно, по словам экспертов, работать и над самосознанием общества. Любовь к окружающей среде должна прививаться с самого детства. Ведь пока в деле будет оставаться пресловутый человеческий фактор, шлейф от работы с душком может распространиться по всей планете.
Даже в таком маленьком стакане может оказаться очень много опасных бактерий и вирусов, а в одной фекальной машине десятки тысяч таких стаканов. Наша Земля как один большой сосуд, в ней есть и хорошее, и плохое. Но если плохое выплеснется наружу, последствия такого бумеранга не сможет предсказать никто. Анна Лебединская, Василий Соловьев, Максим Бурцев, Вести, Якутск.